впервые официально зарегистрирован брак между малагасийцем и татаркой. Жених шоумен Селестин, участник проекта телеканала БСТ «Учу башкирский язык», еще студентом переехал в Башкортостан из Мадагаскара. С будущей женой Альбиной они познакомились, когда она пришла к нему на занятия по танцам. Спустя 2 года сыграли свадьбу, да не одну, а целых 2 в Уфе и на родине жениха. О том, как 2 культуры уживаются в одной семье, расскажет Анастасия Чебаева. Она уже привыкла слышать признание в любви на 4 языках – малагасийском, английском, русском и башкирском. Но во время первой встречи они поняли друг друга без слов. Их не смутили различия в цвете кожи, культурах. Когда Селестин сделал предложение, оба боялись одного – как отреагируют родители Альбины. Я очень благодарна ее родителям, потому что они не смотрят на это, что я темнокожий, там, белый кожи, красный кожу. Они меня приняли прямо с душой, прямо очень золотые родители у нее. Свадьбу сыграли сначала в Уфе, потом на Мадагаскаре. Оба торжества получились международными. Гостями были представители десятка национальностей – русские, татары, башкиры, жители Конго, Габоны. Я думаю, на самом деле, это просто мечта любой девушки. 2 раза отметить свои свадьбы, 2 раза провести медовый вместе в 2 разных странах, и, естественно, с одним и тем же женихом. Да, это было просто реально как сказка. Передачей невесты отцом жениху Селестин назвал самой трогательной традицией бракосочетания в России. А вот для Альбины удивлением стало, что на Мадагаскаре принято готовить большой торт для гостей и еще 3 поменьше – родителям молодоженов и невесте. Да и без ведущих там можно было бы обойтись. Песни и танцы у местных жителей в крови. Удивляли не только различия, но и сходства между языками татарским и малагасийским. Похожи и имена. Племянницу Селестина зовут Миагуль, почти как Минигуль. В Мадагаскаре молодоженам даже приготовили сюрприз – местный танец, но под башкирскую песню Тагира Асадуллина, которую он записал вместе с Селестином. Музыкой и танцами Селестин занимается с самого детства. Овладев башкирским, он мечтает научиться играть и на национальном музыкальном инструменте курая. Но перенимать мастерство хочет у лучших. Вообще я хотел к Роберту Юлдашева. Но пока он занятой, я тоже занятой, времени нет, и поэтому я пока не написал ему. Но будет такое время, дай бог, Алабирска. Он знакомится с башкирской музыкой, она с малагасийскими мотивами. Ему нравится лисья шапка, она полюбила африканские косички. И оба будто бы дополняют друг друга, берут все самое лучшее из 2 культур и связывают воедино, доказывая, что любви покорны не только возрасты, но и национальности. Анастасия Чебаева, Гульнас Хайбуллина, Равшан Артыков, новости, Уфа.